Летчик, за плечами которого блестящая карьера военного и доблестный подвиг во имя людей. Он всегда был, есть и останется в памяти не только Ингушетии, но и всей России, отметил глава Ингушетии Юнусбек Кивкуров. Мы всегда должны подчеркивать, это истории нам дано право, наш достойный народ среди народов Российской Федерации дал современной России первого героя России, первого героя. Мы всегда должны об этом говорить, мы должны это подчеркивать. Я стараюсь иногда, видя по телевизору слова, передачу про Сулумбека Асканова, когда я вижу, что нет слова первого, стараюсь им подсказать. Мы все должны этим гордиться, мы должны об этом говорить. И если мы это не будем говорить, то другие тем более не будут говорить. Это первый герой Российской Федерации. И значимость этого человека, она высока. Да, вот сегодня ему исполнилось бы 75 лет. И он на протяжении вот этих лет после своего подвига, смерти, подвиг, который он совершил, отдав свою жизнь за спасение жизни других. Вот бессмертный подвиг, он так называется, да? И с тех пор он продолжает, и до этого, и после этого продолжает делать все, чтобы республика звучала в хорошем смысле за пределами, далеко за пределами. Мы помним, как мы отмечали и 20-летие его подвига, и 25-летие его подвига. И это довольно серьезное масштабное мероприятие, как внутри республики, за пределами, так и за пределами. Хорошие песни, хорошие стихи, хорошие рассказы, хорошие воспоминания. Огромная любовь жителей и Липецкой области, и непосредственно на того места, где упал самолет, и района, и в целом и деревни Хворостянки, и того района, где служил Сулумбек, где стоял центр переподготовки. То есть и огромное уважение ветеранов, действующих военнослужащих воздушно-космических сил Российской Федерации именно по отношению к Сулумбеку Асканову. Поэтому, конечно, нам это знаменательно, и мы, если не можем каждый день об этом говорить, то в такие дни, в дни вот таких юбилейных там, или просто дня рождения человека такого, мы обязаны говорить об этом. Это тоже такой пример, хорошее явление для подрастающего поколения.